оно не было неожиданно, да, то есть как бы ни для главы, там, ни для меня, там, ни для курирующего заместителя. Я привык работать в муниципалитете и привык, что я все делаю от самого начала и до конца. То есть как бы я что-то продумываю, я это осуществляю, я довожу до конца, я отвечаю за результат. К сожалению, работа в министерстве не позволяет этого сделать при принятии решений, да, то есть слишком много центров тяжести, да, то есть которые перевешивают там в одну, в другую сторону. Значит, генеральная линия, да, то есть та, которая задается, допустим, курирующим заместителем, да, она может очень сильно скорректировать ту программу, которую ты уже начал разрабатывать, да. И когда довольно большое количество людей влияют на осуществление там задуманного, да, в результате мы получаем совсем не то, что у нас было на начале. Конечно, мне больше по характеру, да, то есть как бы, чтобы мне ставили задачу и спросили за результат, чего, в общем-то, в работе министерства у меня не получалось. Это абсолютно не значит, да, что Константин Юрьевич что-то делает не так, да, то есть как бы упаси Боже, Константин Юрьевич это руководитель, да, то есть тот, который задает генеральную линию. Но, скажем так, мое видение, да, то есть решение вопросов и та генеральная линия, которую задавал Константин Юрьевич, да, то есть как бы, ну, они не сходились, да, они были разнонаправленные. И в результате мы начали растягивать, да, то есть как бы исполнение решений. В результате мы начали как-то, то есть пошла некая борьба, да, то есть там министерство, курирующего зама, да, то есть началось тормозиться принятие решений, да, то есть начались тормозиться какие-то программы, потому что там каждый пытался отстоять свою точку зрения, да, то есть приводил доводы и так далее, а на самом деле, да, просто уходило время. И поэтому и было принято решение, да, то есть как бы мной написать заявление, потому что, ну, скажем так, я на самом деле, да, то есть матрос на корабле, да, скажем так, Константин Юрьевич старший офицер. И если матрос не подчиняется старшему офицеру, да, то есть как бы, то он должен уйти. А по-другому я не могу, да, то есть как бы я уже не, ну, скажем так, я действую исходя из некого своего жизненного опыта, да, то есть как бы, и по-другому быть просто исполнителем, да, то есть как бы некой тупой машинкой, да, то есть у меня уже не получится. Поэтому я пришел к главе Республики Коми, да, то есть как бы я объяснил эту ситуацию, тем более, что эта ситуация, она, в общем-то, была видна и в самой республике, да, то есть как бы это ощущалось, вот. И я надеюсь, что как бы тот человек, который придет после меня, да, то есть я очень на это надеюсь, да, то есть как бы, что у него будет очень хороший контакт, да, то есть с курирующим заместителем. Может быть, это приведет, скажем так, к каким-то результатам, да, то есть, ну, посмотрим по концу года, но еще раз, я очень на это надеюсь. Те проблемы, которые возникают в муниципалитетах, они безусловно отражаются на министерстве. Заваливают они программу сноса переселения из ветхого аварийного жилья, да, то есть, и это проблема министерства. Заваливают они капитальный ремонт, и это проблема министерства. Заваливают они стройку, и это проблема министерства. Не выделяют земельные участки, ведь министерство не занимается выделением земельных участков для многодетных семей. Это все происходит на уровне муниципалитетов. Но и это проблема министерства. И мы это все понимаем. Мы выписываем рекомендации, да, то есть мы проводим семинары, мы проводим тренинги, мы приглашаем руководителей администрации, да, то есть отдельно с ними беседуем. Мое мнение, да, то есть, что на сегодняшний момент надо все-таки, скажем так, больше спрашивать с глав муниципалитетов и спрашивать жестко. На второй месяц я уже начал просыпаться по 3-4 раза за ночь, да, и, ну, я не скажу, что мне снятся кошмары, да, то есть, как бы, но мне максимально дискомфортно. И поверьте, на самом деле, то состояние сегодня коммуналки, которое у нас есть, да, то есть, как бы, оно вызывает самые большие, да, то есть как бы опасения. Я не буду там очень сильно распространяться, да, то есть как бы на эту тему. Я понимаю, что эту тему как бы и
глава республики, да, то есть как бы и знает, и понимает, и так далее. И скажу следующее, да, то есть в эту отрасль надо делать очень серьезные вложения. Те проверки, которые начаты по распоряжению главы республики на сегодняшний момент, они уже показали, да, то есть как бы очень многочисленные нарушения. И они не просто описаны, эти нарушения, что там нарушается, да, очень многие из них на сегодняшний даже уже момент обличены в определенные цифры. Вот здесь уже, опять же, вопрос не к министерству, да, то есть как бы не к жилинспекции, не к главе республики в конце концов, да, то есть как бы, а к тем же самым, да, то есть управляющим компаниям. Но эти вопросы должны задавать соответствующие люди, которые имеют на это право и полномочия. Это в первую очередь прокуратура, да, то есть как бы во вторую очередь МВД. Вот это две структуры, которые должны этим вопросом заниматься вплотную. И тот результат, вот будет он по республике или не будет, да, то есть если они хотя бы воспользуются тем материалом, который на сегодняшний момент им предоставлен, то результат будет. И возвраты людям будут довольно серьезные. Я вот вам приведу пример одной управляющей компании, да, то есть как бы там сразу просто получается, если... Ну, могу чуть-чуть в цифрах соврать, да, то есть как бы с 2009 года, да, то есть по определенным домам, скажем так, были недоосвоенные средства. То есть предъявлялся полный тариф, там 5 рублей, работа выполнялась на 3 рубля, да, то есть как бы, и вот это все тянется с 2009 года, да, то есть, и вот таких работ там, по-моему, накопилось на 12 миллионов 800 тысяч рублей, которых нет на каком-то отдельном спецсчете, да, то есть они нигде не лежат, не ждут своего. И знаете, какое простое объяснение было у управляющей компании? Они говорят, а мы ждем, пока, условно говоря, жильцы определятся, куда же израсходовать эти деньги. Понимаете, вот задача 12 800, куда же мы израсходуем-то все? Самое смешное, что вот сейчас пойти спросить жильцов, они знают, что их ждут, пока они определятся, куда 13 миллионов рублей потратить, да? Я больше чем уверен, ни один скажет, что не знаю. Есть предложение как бы уехать в Москву, как я уже говорил, достаточно очень много знакомых, которые занимаются на сегодняшний момент и строительным комплексом, да, то есть как бы и, скажем так, вопросами в сфере ЖКХ, ну, все, в общем-то, хозяйственная деятельность. Но я не хочу уезжать из республики, да, то есть как бы я люблю свою республику, я верю в нее и еще больше, да, то есть как бы я все-таки люблю свой муниципалитет. И те месяцы, которые я провел вдали от муниципалитета, да, в общем-то укрепили меня еще раз, да, то есть как бы в том, что город Ухта – это мой город. Поэтому я вернусь туда, как говорится, да, то есть как бы была бы шея, хомут найдется. Вот. Я не боюсь, что я останусь не у дел. И если уж говорить о настрое, да, то есть как мы говорили, то на самом деле у меня на сегодняшний момент, наоборот, настрой очень хороший. Да, то есть как бы я рад, что я возвращаюсь, я рад, что я смогу работать в городе, да, то есть как бы я рад, что я возвращаюсь к своей семье. Я, конечно, как уже, наверное, не смогу сидеть спокойно, да, то есть мне все равно надо что-то делать, мне все равно не безразлична жизнь города, и поэтому, конечно, хотелось бы участвовать, да, то есть и в обсуждениях, и в тех решениях, которые принимаются на сегодняшний момент. И, безусловно, я буду это делать, безусловно, я буду высказывать и свое мнение, да, то есть как бы, но его можно принимать, не принимать, да, то есть как бы, я же не говорю, что я прав, да, то есть я буду предлагать какие-то идеи, да, то есть как бы какие-то направления, которые либо будут приниматься, либо не будут приниматься. Вот. Просто некое видение, ни больше, ни меньше. Что оппозиционного, да, то есть как бы делает эта организация? То есть она занимается некой общественной деятельностью, да, она, скажем так, имеет свое мнение, она, скажем, кого-то поддерживает, да, то есть как бы или не поддерживает. Причем организация там говорить просто о том, что там это
депутат городского совета Завальнев, да, то есть на самом деле там 25 членов, да, общественной организации, там присутствуют различные партии, да, то есть это Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, да, то есть как бы там присутствует национально-культурная автономия, да, то есть татаро-башкирское общество, да, то есть как бы азербайджанское общество, там присутствует на самом деле, да, то есть как бы большой спектр людей и общественников, которые совместно вырабатывают решения. Говорить о том, что те решения, которые приняты, да, то есть таким большим кругом лиц, они абсолютно оппозиционны, да они не оппозиционны. Они просто высказывают некую свою, скажем так, позицию, да, то есть на то или другое происходящее. Проще всего людей сделать себе оппозиционными, да, то есть вот мое мнение, что людей всегда надо привлекать на свою сторону. Их надо услышать, с ними надо встретиться, с ними надо проговорить и так далее. Вот когда идет отсутствие этого момента, да, вот тогда и возникает оппозиционность. Но оппозиционность, еще раз, не в обществе, да, то есть как бы, а в той власти, которая не хочет разговаривать с общественниками. К сожалению, общение у нас не складывается, но, в общем-то, потребности как таковой, ну, может быть, у меня не возникало по сути того, что я нахожусь постоянно в Сыктывкаре, да, то есть, как бы, но, по крайней мере, какого-то желания взаимодействия, да, то есть, ну, по крайней мере, там с министерством или еще что-то, да, то есть на сегодняшний момент я не видел. Может быть, это пока, ну, скажем так, период становления. Так вот, если из наиболее откровенных, да, то есть, как бы, ну, наверное, это все-таки программа приватизации, да, то есть, когда начинают приватизировать там такие предприятия, как Ухта-фармация, да, то есть, такие предприятия, как Горзеленхоз, да, то есть, или такие предприятия, как Спецавтодор, да, то есть, у меня это вызывает, ну, просто огромное недоумение, да, то есть как бы все мы, ухтинцы, всегда гордимся тем, что у нас довольно уютный город, да, то есть и высаживается очень много цветов, клумб, да, то есть очень много делается по озеленению. И я больше чем уверен, что если это предприятие как бы передать в частные руки, да, то есть, то результат будет уже не такой, да, то есть, и количество тех же самых посадок, да, то есть, как бы оно сократится. Вот этих вещей я не понимаю. В одном отношении, да, то есть, как бы говорят, в тихом омуте черти водятся, да, то есть, но в другом отношении наш муниципалитет доказал, да, то есть, как бы, что этот омут может быть тихим, да, то есть, довольно продолжительное время. А когда это так, да, то есть, как бы, значит, все-таки ситуация спокойна. То есть, рано или поздно, если бы там были какие-то там скрытые вещи или зажатые вещи, да, то есть, они бы все равно вылазили. Почему на сегодняшний момент, да, то есть как бы муниципалитет бурлит? Ухта очень своеобразный город, да, то есть как бы он очень непростой. Там идет пересечение очень многих экономических интересов, да, то есть как бы все знаем там и Газпром, и Лукойл, и Транснефть, да. Там идет, скажем так, довольно сильны общественники, и если у них есть конкретное дело, да, то есть и есть конкретно чем заниматься, они занимаются этим, да, то есть, но когда там, допустим, их лишают этой возможности, да, то есть или не дают, скажем так, донести что-то, да, то есть, конечно, они начинают бурлить и волноваться. Я считаю, что на сегодняшний момент в той ситуации, которая возникла, ничего хорошего по большому счету нет. Я вижу только то, что тех вещей, где бурлит, да, то есть становится все больше, больше и больше. Там сначала в одном месте пузырьки поднимались, да, то есть как бы сейчас в 5, в 6, в 10, да, то есть как бы это некий непрекращающийся процесс, да, то есть, а на самом деле ничего хорошего в этом нет. И я считаю, что все проблемы должны решаться на территории муниципалитета. Если они уже выходят, да, то есть как бы за уровень муниципалитета, то это в любом случае уже вопрос к главе муниципалитета, к руководителю. Вот. То, что дошло до регионального уровня, это в любом случае уже недоработка.
Вот. Это вот нечто не поддающееся, да, то есть как бы объяснению, да, то есть это чудеса, да и только. То есть 100% нерабочеспособной команды с теми все-таки результатами, которые, и согласитесь, да, то есть муниципалитет был не последний, да, то есть он наоборот был один из первых. Такого просто быть не может, да, вот. Мне кажется, это некий страх, да, то есть как бы страх перед городом и желание работать, скажем так, с теми людьми, к которым ты привык. То есть создать некий свой там уютный морально-психологический мирок. Да? То есть вот по-другому я это объяснить не могу. У меня просто других объяснений для этого нет. Кадровые перестановки в Ухте касаются всех подряд. Вот такое ощущение, да, то есть как будто есть там список Шиндлера, да, то есть как бы и каждая фамилия из него там, условно говоря, тщательно обрабатывается, да, то есть как бы вот там был прошлая администрация, да, то есть как бы неблагонадежен, да, вот. Еще раз говорю, то есть это кроме как, наверное, страхом объяснить больше нечем. Какая-то изюминка, да, то есть и какой-то смысл в этом есть. И, наверное, объединение, да, то есть как бы этих двух районов чисто геополитически, да, то есть как бы экономически, да, то есть принесет довольно положительный, да, то есть как бы интересный результат. Единственное, конечно, это получится довольно сложный, тяжелый район, на управление которого, да, то есть как бы надо будет искать, ну, на самом деле, как бы, скажем так, очень сильного, да, то есть как бы главу именно объединенных этих территорий. Мне кажется, что на сегодняшний момент нет единого какого-то центра принятия решений. Я бы даже, наверное, не столь назвал там Игоря Викторовича, да, то есть как бы я бы больше сказал, что на сегодняшний момент там влияние имеет там Сорока Николай Михайлович, да, то есть если уж говорить так по персоналиям. Но еще раз, это все-таки и для Игоря Викторовича, да, то есть и для Николая Михайловича это новый муниципалитет. Да, они ухтинцы, да, скажем так, они имеют опыт руководства и немалый, да, то есть как бы и один, и второй, не умаляя нисколько, да, то есть как бы их достоинств, но это для них новый муниципалитет. И я прежде чем, скажем так, на эту лошадь запрыгивать, да, то есть как бы мне кажется, им надо было бы немножко, чтобы она чуть-чуть и рысью походила, да, то есть как бы не надо в галоп. То есть Ухта скидывала гораздо более, да, то есть как бы интересных товарищей. Так или иначе, да, то есть дело все равно должно быть доведено до конца, да, то есть получить некое свое определение. Ну, а если говорить простым языком, то все это происходило в период, да, то есть когда у нас шло расследование по делу о пассаже, и скажем так, очень сильно менялся силовой блок, тот, который работал в городе. В первую очередь это были сотрудники Федеральной службы безопасности, да, то есть были там и сотрудники Министерства внутренних дел, да, то есть и в тот момент получилось так, что фактически ежемоментно, да, то есть как бы в город приехало достаточно большое количество офицеров, которые должны были заменить на своем посту других, да, то есть как бы и надо было принимать решения. Как вы сами прекрасно знаете, да, то есть что сами обеспечить себя на сегодняшний момент, к сожалению, да, то есть как бы
сотрудники правоохранительных органов, да, то есть не могут. Поэтому, скажем так, были соответствующие просьбы, да, то есть как бы из министерств, да, то есть как бы из региональной федеральной службы безопасности о предоставлении жилья сотрудникам, да, то есть как бы я это жилье предоставил. Соответственно, можно сейчас много спорить, да, то есть как бы там законно это было сделано, незаконно это было сделано, да, то есть, наверное, от себя я скажу, что я, в общем-то, ни о чем не жалею, да, то есть, и если бы мне пришлось, допустим, еще раз определяться, да, то есть в такой же ситуации, наверное, если бы ситуация была другая, там, наверное, я и поступил бы как-то по-другому, да, но если бы еще раз пришлось определяться, я бы определился точно так же, да, то есть, я думаю, что наличие тех сотрудников, да, то есть, как бы, в общем-то, позволило решить очень много вопросов, которые в тот момент были в городе. Ну, а остальное я уже говорил, как бы готов принять, еще раз говорю, любое наказание, если будет доказано, что у меня была заинтересованность хоть в одном квадратном метре жилья. На сегодняшний момент у меня уже переболело, да, то есть и я как-то уже начал даже свыкаться вот с теми обстоятельствами, которые есть. Но в первый момент, да, то есть когда это произошло, у меня это вызвало дикую обиду. Да, то есть почему? Потому что на тот момент там те же самые руководители правоохранительных органов, да, то есть как бы говорили о том, что там ты мыслишь по-государственному, да, то есть как бы ты позволяешь решать там те или другие вопросы, вот, это там, и я еще раз говорю, я с ними согласен, да, то есть как бы это наша общая задача, да, то есть даже не республиканская, федеральная, да, и, скажем так, тут же эти же моменты, да, то есть как бы превращаются, да, то есть как бы в другие моменты, как будто я эти квартиры, да, то есть как бы выдавал там себе и своим родственникам, да. Конечно, это очень сильно обижает, и на тот момент, да, то есть как бы я, ну, скажем так, вообще был выведен из состояния равновесия, когда это только началось.